Нет такого города в России, где нет школы дзюдо. Настолько популярен стал этот вид спорта, базовый для всех видов восточных единоборств. В Уснере о клубе единоборств заговорили в 2019 году, вспоминает тренер Александр Зинкевич. С ремонта этого помещения заново все делали в 2019 году. Вначале мы начали делать это здание, полностью выгребать все руины отсюда. Сделали. В 2020 году мы открылись в марте месяце. И вот потихонечку. Потому что борца надо 1,5 года подготовить, чтобы он начал выступать. Начали мы идти вперед. Вот. Можно сказать, 3 года уже полных здесь мы. Спонсором клуба сразу выступила корпорация «Золотой актив». В районе они представлены 2 организациями «Даль золота» и «Богуславец». Ребята с гордостью носят эмблему корпорации на своем кимоно. Мы решили, что наше присутствие в этом районе требует, чтобы мы участвовали в социальной жизни района. И по предложению администрации мы занялись реконструкцией этого зала для того, чтобы молодежь, дети, неры могли заниматься спортом. Это не лишнее вложение, это не принципиальные затраты для компании, но для поселка, для нашего будущего это принципиальные затраты. Дети у меня бесплатно занимаются. На соревнования мы спонсируем. Так просто родители дают на дорожные расходы и все. На следующий год вот уже в планах, как бы я с компанией обговорил по поводу финансирования. Это Владивосток и Хабаровск у нас по плану выезды. Там уже по-серьезки будет. Нерской ребятне повезло. Их тренирует мастер спорта СССР. Александр Зинкевич – мастер спорта СССР с 1988 года. Приехал в Уснеру из Екатеринбурга. Прошедший советскую школу подготовки, он также требовательно относится и к себе, и к ребятам. Чистота и порядок в клубе – это его руками. Ежедневно с утра собственная тренировка. А как иначе? Желающих заниматься очень много, но не все выдерживают требования и ежедневные тренировки. Тренер же считает, что если хочешь чего-то добиться в жизни и спорте, ежедневный труд ребят, чтобы чему-то добиться, надо много тренироваться. Да, я и сам занимаюсь, иначе никак нельзя. Поначалу-то приходят, потом они уходят, когда понимают, что, оказывается, тут не в телефоне, тут тренироваться надо ежедневно. Или младшая группа через день занимается. Труд нужен здесь, терпение нужно, воля нужна. надо сказать, что ребята, несмотря на свой юный возраст, хорошо понимают и принимают требования учителя. Я хожу на дзюдо 2,5 года. Мне нужно, чтобы это для защиты, чтобы самооборона была, и всем то же самое надо. Дзюдо очень прям, она как вот развивает, и дзюдо даже в школе иногда помогает, типа с умом. Ну, с помощью этой дисциплины я больше не разговариваю на уроках, как до этого. То есть до того, когда я занимался дзюдо. Ну, более сильнее стал уверенней. Ну, у меня становится лучше, чем когда я занимаюсь дзюдо. А что это тебе дает? Ну, силу, чтобы я защищался. И чтобы я в будущем умел от всяких бандитов защищаться. Ну, и меня защитить, и другого тоже, чтобы никто не пострадал. Меня папа отдал на дзюдо, и я начал заниматься, и мне очень нравится. Здесь развивается сила в руках, в ногах и самозащита. Я считаю, что каждый мужчина должен защищать своих родителей, сестру и в будущем девушку, например.
В Магадан на соревнования команда ездила уже не раз и всякий раз возвращалась с победами. К примеру, Виолетта Дягилева. Вот что она говорила нам в 2020 году. Мама спросила меня, если мне здесь понравится, то тогда я отменю танцы и буду сюда идти. А через 2 года она уже могла показать свой желтый пояс и медали. 4 первых места. Первый на «Динамо», второй на Кубок губернатора и третий на столетие «Динамо». 4-й также на столетие «Динамо», но уже в другой категории. Родители радуются моим победам и гордятся мной. Им нравится это, чем я занимаюсь. Сейчас девочка зачислена в школу Олимпийского резерва и учится в Якутске. Однажды я увидела на WhatsApp объявление открытия клуба единоборств и предложила Виолетте: давай сходим посмотрим, что за клуб единоборств. И вот с Виолеттой мы пошли на открытие. Когда пришли туда, зашли и увидела, что у нее сразу глаза загорелись. А после этого она одновременно занималась танцами и дзюдо. Потом к осени она сказала, что она выбирает дзюдо. Сейчас она учится в училище Олимпийского резерва. А как она туда попала, ее пригласили тренера. Сначала на сборы тренер увидел, сказал, что у нее есть потенциал. Она любит тренироваться, она дисциплинирована и ответственна. Ей очень нравится заниматься этим. Но главное, ребенку нравится, и мы довольны, как родители. Хорошо тренер отзывается и о девочке с красивым именем Ясмина. Она начала заниматься в 4 года и делает неплохие успехи. Ну, унику. Она уже борется? Так, 7-летний мальчик ни один ее не поборет. Это нереально просто. Ну, про девочки я вообще не говорю. Уникальная девочка, она с 4 лет у меня занимается. Сейчас вот Лера Иванчатенко у меня начала в старшей группе. Тоже неплохая девочка. Так что вот так вот. Девочек немного. Посмотрим, что дальше будет. Ну, Вика Белякова у меня там, Наталья Зотова. Вика Белякова вообще 3 турнира у меня выиграла. 3 первых места. То есть 3 турнира, везде первые места пока. Кубок губернатора первая она была. Вот последний с «Динамо» приехали, тоже первая была. Ну, это не значит, что нужно расслабляться. Сегодня первая, завтра ты улетишь. Дзюдо, она слабости не позволяет, не допускает, так сказать. В марте у команды очередная поездка в Магадан на крупные соревнования за Кубок губернатора. Все настроены серьезно – побороться за кубок и подтвердить свою ученическую степень, получить соответствующего цвета пояс. Я получила свой пояс на соревновании в Магадане на Кубке губернатора. В Магадане ребята сильные. Ну, я хочу занимать первое место на соревнованиях, чтобы у меня все получалось. Подножки делать, броски всякие. Я уже 2 раза занимала 2 места и 1 третье занял. Ну, сейчас я тоже готовлюсь к соревнованиям за Кубок губернатора. А у тебя дома какие-то есть обязанности? Или ты такой привилегированный мальчик? Не трогайте Лешу, он на спорт пойдет. Нет? Нет. А что ты дома делаешь? Ну, я могу убраться, следить за своим младшим братом, помыть посуду там. То есть к тебе, как к будущему чемпиону, никаких поблажек, да? Угу. Мне папа сказал сюда подойти и сказал, нравится или не нравится. Я сказал, нравится, и я начал ходить на дзюдо. Мы скоро едем на Кубок губернатора и сдавать на оранжевый пояс. И хочу занять первое место. Я сейчас, если занимаю 3,5 года, я в садике был, в подготовительной группе.
Ну, ты чувствуешь, ты подрос, Да, сильнее стал, да. да? По сравнению, вот когда я только начал ходить, ну, намного лучше стал бороться. А ты как-то связываешь вот занятия спортом здесь, занятия дзюдо со своей дальнейшей жизнью? Ну, да. Я думаю, что стану спортсменом. И я уже больше 3 лет хожу на дзюдо. У меня есть желтый пояс, 2 третьих места, и планирую еще дальше расти. И чем тебе нравится дзюдо? Ну вот, просто нравится вот эта вот атмосфера, бой. А что тебе дает для тебя? Мне физическую силу, там, развитие. Хорошо. А тебя не пугает, что вот тут вот тебя могут травмировать, например? Ну, вообще мы заботимся друг о друге, страхуем, так что это редко происходит. Ну а если произойдет, то произойдет. Занимаясь дзюдо, ребята становятся ловкими, быстрыми, с хорошей реакцией и координацией движений. Общее физическое развитие становится все лучше и лучше. Это отмечают и родители. И их не нужно убеждать в необходимости занятий спортом их ребенка. Я хочу сказать, что мы рады тому, что в нашем далеком северном поселке открылся клуб единоборств по дзюдо. Спасибо Александру Геннадьевичу, что он решился на такой шаг. Ведь он оставил, так сказать, не только благо цивилизации, но и семью и приехал на крайний север. Хочу отметить, что Александр Геннадьевич не просто учитель физкультуры, а он все-таки мастер спорта по дзюдо, который постоянно повышает свои навыки и грамотно передает их юным дзюдоистам. Наши дети, занимаясь дзюдо, учатся не только быть спортсменами, но и также становятся трудолюбивыми, терпеливыми, ответственными, самостоятельными, дружными, здоровыми и выносливыми. За столь короткий период ребята наши достойно показали себя на турнирах в городе Магадане. Также они сдали экзамен все на желтый пояс. И это только благодаря, конечно, усердной работе и терпению. Хочется также, чтобы и наши администрации принимали активное участие в жизни клуба, ведь дети выступают на соревнованиях, не только представляя поселок Уснера, но и в целом Мамиконский район. И как бы ни сложилась жизнь юных дзюдоистов, почему-то верится, что они через всю свою жизнь пронесут девиз клуба «Спортсменом можешь ты не стать, но человеком быть обязан» и останутся ему верны.